Шохлопан Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 35-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Безжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Безжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Безжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. Давайте приступим к сегодняшнему занятию. У нас с вами сегодня по плану переписывание. И немножко вспомним с вами слова подсказки. Что я говорю? Так, аквелара. Звук к мы запоминаем с помощью слова шапка хлпа. Звук в мы запоминаем с помощью слова гнездо вяра, вяра. Звук мы запоминаем с помощью слова весна гапн. Итак, вспомнили, что переписывание на абазинском языке – это аквелара. Приступим. Сегодня изучим некоторые фразы культуры речи. Как сказать на абазинском языке «добро пожаловать» или «пригласить в гости». Когда мы обращаемся к мужчине, мы говорим «уайгуа», «уайгуа», «уайгуа». Да? Значит, здесь мы видим два интересных звука. Да? Звук и звук г. Звук пишется как г-палочка, звук г пишется как гв. Звук мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Гапн. Звук г мы запоминаем с помощью слова сердце. Г. Молодцы. Теперь давайте с вами запишем в комментариях слово «уайгуа». Давайте запишем и таким образом лишний раз потренируемся в письме на родном языке. И чем чаще мы с вами будем писать на родном языке, тем лучше у нас будет проходить прогресс в усвоении родного языка. Итак, уайгуа, уайгуа, добро пожаловать, или можно сказать заходи в гости. Это обращение к мужчине. Предположим, мы хотим с вами пригласить в гости женщину, да? Мы хотим ей сказать добро пожаловать. Мы говорим байгуа, байгуа. Здесь мы видим те же самые интересные звуки, да, я имею в виду звуки абазинского алфавита и звук и звук г, извините, и г. Бай-гуа. Звук мы запоминаем с помощью слова весна, гапн, гапн. Звук г мы запоминаем с помощью слова сердце, г. Сердце. Г. Байгуа. Еще раз повторим. Байгуа. Дальше мы, предположим, хотим обратиться к группе людей, да? И мы говорим шайгуа. Шайгуа. Еще раз давайте повторим. Шайгуа. Давайте запишем. Давайте вы будете переписывать эти слова, которые вы видите на экране, будете писать их в комментариях. Нам с вами так будет интереснее принимать участие в занятии, а самое главное, быстрее будет заметен результат от таких занятий. Итак, в слове шайгуа мы видим несколько интересных звуков. В первую очередь это звук ш, который пишется как шв. Запоминаем мы этот звук с помощью слова олень, шарах. Шарах. Звук мы запоминаем с помощью слова весна, гапн, гапн. И звук г
мы запоминаем с помощью слова сердце. Г. Давайте не ленитесь, я вижу, что вы онлайн. Пишите в комментариях, нам с вами всем будет интереснее принимать участие в таком занятии, где все стараются. Да? Давайте будем тоже стараться. Итак, шайгуа. Шайгуа. Что это слово означает? Это означает добро пожаловать или приглашение зайти в гости, когда мы обращаемся к двум или больше, или более людям, да? Группе людей, можно сказать. Следующее. Как мы можем пригласить за стол, да, в единственном числе? Мы можем сказать псимлаха. Да? Псимлаха. Довольно распространенное приглашение отведать чего-нибудь. Псимлаха. Так можно обратиться как к мужчине, так и к женщине. Псимлаха. Значит, молодцы, все, кто подключается к занятиям. Подключайтесь, пишите, не ленитесь. Итак, в слове псимлах мы видим звук х, да, звук х. Мы запоминаем его с помощью слова груша. Ха. Х, ха. Дальше звук х в слове ха. Пишется, видите, как интересно, х, палочка в. Мы запоминаем с помощью слова трава. Хра. Х, хра. Х, хра. Вот как мы запоминаем звук х. Итак, еще раз повторим. Для того, чтобы пригласить кого-то за стол, мы можем использовать эту конструкцию, да? Псимлаха. Молодцы. Предположим, мы хотим пригласить за стол нескольких людей. Тогда мы говорим псимлаха. Псимлаха. Да? В чем отличие фразы псимлаха от фразы псимлаха? В том, что мы здесь прибавляем звук ш, да, ко второму слову. Почему мы его прибавляем? Потому что мы обращаемся к группе людей. Да? Мы берем этот звук из местоимения вы, шара, ш, шара. То есть вот они, видите, как перекликаются. Псимлах, ша. Отведайте. Приглашение за стол во множественном числе. Итак, в слове псимлах мы видим звук х. Мы его сегодня уже разбирали, но мы еще раз его повторим. Звук х мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Груша. Ха. Звук ш, который пишется как шв, мы запоминаем с помощью слова олень. Шарах. Ш, шарах. И звук х мы запоминаем с помощью слова трава. Хра. Х, хра. Еще раз обратим внимание на звук х. Пишется он как х, палочка в. Итак, как мы можем сказать приятного аппетита? Приятного аппетита. Ешз халяльхад. Ешз халяльхад. Еще раз давайте повторим. Вроде бы такое длинное слово, но оно на самом деле не очень сложное для произношения. Ешз халяльхад. Итак, приятного аппетита. Можно так перевести это слово. Значит, давайте разберем интересные звуки. Звук ш. Звук ш. Видите, да, он пишется как шв. Мы его запоминаем с помощью слова олень. Ш, шарах. Ш, шарах. Звук х мы запоминаем с помощью слова груша. Х, ха. И звук т мы запоминаем с помощью слова сова. Т, т. Звук л это тоже звук абазинского алфавита, но для него мы не будем прям, знаете, усложнять и придумывать дополнительно какое-то слово-подсказку, потому что как пишется звук л, вполне легко догадаться, зная русский алфавит. Правильно? Л – это Л мягкий знак. Поэтому не будем специально останавливаться на этом звуке, но выделим, так как это звук абазинского алфавита все-таки. Итак, ешз халяльхад. Ешз халяльхад. Молодцы.
Следующее. Халяль юзалт. Халяль юзалт. Халяль юзалт. Так мы можем сказать на здоровье, обращаясь к мужчине. Халяль юзалт. Халяль юзалт. Так, значит, звук х в слове халяль мы запоминаем с помощью слова груша. Ха, х, ха, да? Звук л мы уже договорились. Мы его просто обращаем внимание на этот звук. Мы видим здесь, встречаем его дважды. Халяль, л. Один я выделила, другой нет. Ну ладно. В следующем слове юзалт мы видим звук т. Звук т мы запоминаем как с помощью слова сова. Т. Да? Итак, давайте теперь еще раз прочитаем. Халяль юзалт. Халяль юзалт. На здоровье, к мужчине. Итак, если мы хотим сказать то же самое, да, на здоровье, но обращаясь к женщине, мы говорим халяль ебзалт. Халяль ебзалт. Да? Значит, звук х в слове халяль мы точно так же запоминаем с помощью слова груша ха. Звук т в слове ебзалт мы запоминаем точно так же с помощью слова сова. Т. Сова. Т – это сова. Так. Халяль ебзалт. На здоровье по отношению к женщине. Если мы хотим сказать на здоровье группе людей, да, обратиться к ним во множественном числе, то мы говорим халяль ешзалт. Халяль ешзалт. На здоровье, обращаясь к группе лиц. Халяль ешзалт. Я вас еще раз призываю не лениться, писать в комментариях слова, которые вы видите на экране. Давайте будем не просто слушать, а если есть у вас возможность, еще писать в комментариях, чтобы нам всем было интереснее следить за ходом занятия. Итак, халяль ешзалт. На здоровье по отношению к группе лиц. Звук х в слове халяль мы также запоминаем с помощью слова груша. Ха. Звук ш мы запоминаем с помощью слова шарах, олень. Звук т мы запоминаем с помощью слова сова, т. Давайте еще раз прочитаем. Халяль ешзалт. На здоровье. В группе лиц. Итак, на этом мы с вами закончили изучение первой части. Да? Мы с вами познакомились с небольшим количеством фраз культуры речи. Теперь мы с вами готовы перейти к следующему этапу сегодняшнего занятия. Это чтение. Значит, мы сегодня с вами будем отрабатывать произношение звуков х. Сейчас звуков х, 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 х и х. Все, что связано с буквой х, производной от нее. Итак, сейчас мы с вами приступим. Но прежде чем приступить к этому пункту, давайте вспомним, как мы говорим на абазинском правило чтения. Ахарывка ргабхяща. Ахарывка ргабхяща. Звук х в слове ахарывка мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Звук к в слове ахарывка мы запоминаем с помощью слова крыша. К. В слове ргабхяща мы видим звук г, который мы запоминаем с помощью слова весна, гапн, и звук х, который мы запоминаем с помощью слова золото, хапщ. Молодцы. Теперь мы с вами готовы перейти к самому чтению. Итак, вот они наверху перечислены буквы, которые мы с вами сегодня дополнительно потренируем, отработаем их произношение. Итак, это буквы Х, Х,
х, х, х, х. Да? И не будем откладывать в долгий ящик, сразу приступим к чтению слов, которые мы видим на экране. А вас я призываю писать в комментариях, переписывать то, что вы видите на экране. Чем чаще вы будете использовать возможность писать на родном языке, тем естественнее к вам придет письмо на родном языке. А дальше, следующий этап, это уже свободная, грамотная речь на родном языке, а это, согласитесь, очень хорошая, достойная цель. Итак, ахба – старший, хар – тюль, хайер – радость. Ахба – старший, хар – тюль, хайер – радость. Ахба – старший, хар – тюль, хайер – радость. Звук х в слове ахба, еще раз повторим, да, этот момент, мы запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. То есть, когда мы захотим с вами написать слово, в котором есть звук х, мы с вами уже не будем путаться, задумываться, мы сразу вспомним слово груша х-ха. Это простая конструкция, подсказка нам поможет вспомнить, как пишется буква х, как пишется буква х и как она произносится тоже. Итак, теперь давайте двигаться дальше. Следующая группа слов хан, хюра, хяспа. Хан – наша мать, хюра – трава, хяспа – нож. Хан – наша мать, хюра – трава, хяспа – нож. Звук х мы запоминаем еще раз, вспомним, да, что мы запоминаем его с помощью слова груша. Ха. Звук х в словах хра и в словах хра и хаспа мы запоминаем с помощью слова трава. Хра. Вот какое слово подсказка у нас на звук х. Еще раз давайте прочитаем. Хан – наша мать. Хра – трава, хаспа – нож. Следующая группа слов. Хянта – тяжелый, хяпщ – золото, хара – далекий. Хянта – тяжелый, хяпщ – золото, хара – далекий. Хянта – тяжелый, хяпщ – золото, хара – далекий. Итак, звук х мы запоминаем с помощью слова золото, хяпщ, хяпщ. Звук х мы запоминаем с помощью слова крыша. Хлпа, хлпа. Двигаемся дальше. Следующая группа слов. Хара – мы. Хуаша – пятница. Хамам – баня. Хара – мы. Хуаша – пятница. Хамам – баня. Хара – мы. Хуаша – пятница. Хамам – баня. Звук х мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Звук хо мы запоминаем с помощью слова червь. Хуа, хо, хуа. Еще раз давайте прочитаем эту группу слов. Хара – мы, хуаша – пятница, хамам – баня. Хара – мы, хуаша – пятница, хамам – баня. Молодцы. Следующая группа слов – сахат, хяхра, хяра. Сахат, хяхра, хяра. Сахат – часы, хяхра – поздравлять, хяра – сказать или говорить. Сахат – часы, хяхра – поздравлять, хяра – сказать или говорить.
Итак, в слове сахат мы видим звук х. Давайте мы с вами его еще раз отработаем. Сахат. И вспомним, что запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова груша. Ха, х, ха. Дальше в словах хахра поздравлять и хара сказать мы видим звук х. Да? Обратим еще раз внимание, это не такой уж простой звук для запоминания. Звук х пишется как х, палочка в, произносится как х. Запоминаем мы этот звук с помощью слова трава. Хра, х, хра. Следующая группа слов кахе, пхес, лымха. Кахе – вверх, пхес – женщина, лымха – ухо. Кахе – вверх, пхес – женщина, лымха – ухо. Кахе – вверх, пхес – женщина, лымха – ухо. Теперь давайте разберем выделенные звуки. Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «шапка». «Кхылпа». «Х» – «кхылпа». Звук «х» пишется как «х» твердый знак. Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «золото». «Хяпщ». «Х» – «хяпщ». «Х» – «хяпщ». Звук «х» пишется как «х» мягкий знак. Звук «х» в слове «пхёс» мы запоминаем с помощью слова «трава», «хра». И звук «х» в слове «лымха» мы встречаем этот звук, мы запоминаем с помощью слова «груша». «Ха». Еще раз давайте прочитаем. «Кахе» – вверх, «пхёс» – женщина, «лымха» – ухо. Следующая группа слов «пщерха» – ведро, «харф» – буква, «кхылпа» – шапка. Пщерха – ведро, «харф» – буква, «кхылпа» – шапка. Пщерха – ведро, «харф» – буква, «кхылпа» – шапка. Еще раз смотрите, давайте обратим внимание на выделенные звуки. Звук «х» мы видим в словах «пщерха» и в слове «харф». Мы запоминаем этот звук с помощью слова «груша». «Ха», «х», «ха». Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «шапка». «Кхылпа», «х», «кхылпа». Следующая группа слов «мака» – рука, «хоц» – маленький. «Мака» – рука, «хоц» – маленький. Мака – рука, хоц – маленький. Звук «х» в слове «мака», видите, «х» твердый знак, это звук «х». Мы запоминаем с помощью слова «шапка». «Х» – «кхылпа». Звук «х» в слове «хоц» мы запоминаем с помощью слова «червь». «Х» – «хва». «Х» – «хва». Еще раз давайте прочитаем эту пару слов. Мака – рука, хоц – маленький. Молодцы! Следующий слайд и последние 3 слова для чтения на сегодняшнем занятии. Хба – 5, харфба – букварь, гахра – танец или танцевать. Хба – 5, харфба – букварь, гахра – танец или танцевать. Хба – 5, харфба – букварь, гахра – танец или танцевать. Звук «хо» мы запоминаем с помощью слова «червь» – «хуа». Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «груша» – «ха». Звук «г», посмотрите на слово «гахра», мы запоминаем с помощью слова «весна» – «гапн». И звук «х» мы запоминаем с помощью слова «трава» – «хра», «х», «хра». Давайте еще раз прочитаем эти 3 слова. Хба – 5, харфба – букварь, гахра – танец.
Ахра – танец. Да? Ахра – танец. Или танцевать. Молодцы, очень хорошо поработали. На этом наше с вами занятие подходит к концу. И прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие, и предыдущие тоже уроки вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах Расхад.